канун нового 2021 года город Канаш посетил депутат Государственной Думы Николай Малов. По доброй традиции он поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Прокофьевича Царева. Соблюдая все нормы безопасности в перчатках и в маске, депутат вручил именитому хирургу нашего города подарки к Новому году. Николай Владимирович пожелал ветерану в свои 94 года оставаться таким же оптимистом и своим примером заряжать на добрые дела подрастающее поколение. Здоровье самое главное, счастье, чтобы рядом были ваши близкие, тоже здоровы. Ну и всего самого большого, настоящего, земного и доброго. Будьте счастливы. Это вот небольшой набор к столу. Вот, сюда поставлю я. Спасибо. Вот, Спасибо. вот так, хорошо? Спасибо большое. И здесь вот еще. Помните, не забывайте. Хорошо. Самое главное, берегите себя. Спасибо. Все, вот на радость нам. Спасибо. Во имя будущего нашей Да, молодежи. по возможности. Теперь уже все, как говорится, ограничивается. Ну, каждым годом все больше и больше. Ну ничего, еще будем жить. Давайте. Терплю пока. Все, с Новым годом. Спасибо. Хорошо, взаимно. Вам тоже успехов в вашей работе. Я не прощаюсь. Значит, дай Бог, чтобы все было нормально. На 9 мая, на День Победы обязательно увидимся. Договорились? Спасибо. Новый год – сказочная пора, когда исполняются самые заветные желания. Девочка Арина сегодня самая счастливая. Николай Владимирович с елки желаний снял именно ее письмо. Арина пожелала на Новый год большого плюшевого мишку. А тебе очень хорошо отзываются. Ты у нас мисс вежливость, да? Вот всегда оставайся такой. И я не сомневаюсь, что ты будешь являться примером для своих ровесников. И впереди ждет тебя счастливое будущее. А мы с тобой будем дружить и встречаться. Договорились? Все, принимай в объятия. Ну и подарок. Вот. Сегодня с уверенностью мы можем утверждать, самая заветная детская мечта сбылась еще для одного ребенка и семье, попавшей в трудную жизненную ситуацию. Я это письмо написала пару недель назад и хотела себе большого плюшевого друга. Я очень рада, моя мечта сбылась. Всем счастливого Нового года. Елки желаний радуют детей со всей страны. Традиции всего 2 года, однако тысячи детей со сложной судьбой поверили в чудо. Девочка очень интересная, красивая, умная. Так что и в 2021 году наша дружба с нею продолжится. Наталья Золотова, руководитель Дома детского творчества, в стенах которого и занимается маленькая Арина, вручила гостю благодарность за оказанную помощь и памятный сувенир. Общее памятное фото сегодня стало подтверждением того, что история куется именно сейчас, и добрые дела нужно делать вовремя. Сегодня, конечно же, находясь здесь, на гостеприимной, скажу искренне, канашской земле, я хотел бы искренне от всего сердца, от всей души горожан, гостей города Канаш поздравить с наступающим 2021 годом, Рождеством Христовым. Уходящий год выдался не совсем добрым и хорошим, но все эти временные, уверен, трудности, конечно, сплотили нас, думаю, как никогда. И такие человеческие качества, как ответственность, доброжелательность, отзывчивость, самопожертвование, желание прийти на помощь к близким, к тем, кто находится в трудной жизненной ситуации, конечно, вышли на передний план. Мы понимаем, что вместе, только вместе мы сможем преодолеть все наши трудности. И те задачи, которые поставлены сегодня президентом Российской Федерации, перед нами стоят. Конечно, они выполнимы в единой команде, сплочение, в желании сделать нашу родную Чувашию, Российскую Федерацию лучше. Конечно, это непросто, но я думаю, что от каждого из нас зависит то, насколько мы продвинемся к лучшему вперед, от того, как мы будем относиться к своим должностным обязанностям на местах, насколько мы будем отзывчивы и не черствы
к проблемам окружающих нас людей. Я уверен, что новый 2021 год принесет нам много добра, счастья. И уверен, что очень многое в наших руках. Поэтому еще раз искренне с наступающим Новым годом. Доброго, крепкого здоровья, счастья, благополучия и всего самого большого, настоящего, земного. С праздником, дорогие канашцы! Ирина Константинова, Павел Демин, Елена Блацева для передачи «Вокруг нас».